Пробегает к третьему столу, там получает 3 выстрела, заряжает, отстреливается. Главная задача, чтобы не было штрафного времени, попасть все 3 выстрела. После инструктажа ребята готовятся к старту. Первыми пройти испытание «Огневой рубеж» выпало команде Калмыкии. Секундомер запущен. Не теряя времени, участник приступает к разборке и сборке автомата Калашникова. Согласно нормативам, это должно занять не больше 40 секунд. Дальше зарядка обоймы и 3 выстрела из пневматического ружья. Здесь важно не только быстро пройти испытания, а сделать это максимально четко и без ошибок. Если первая команда справилась относительно неплохо, ребята из Пятигорска делают все в 2 раза быстрее. Камрон Юрбеков на правах капитана бежит первый и, как и полагается лидеру, делает все быстро и безошибочно. Что можешь сказать про вот это испытание? Вообще, как ты смог его пройти? Ну, все хорошо там было, там нормально прошел, надеюсь. Мне самый легкий был это автомат разбирать. А самый легкий это был магазин. Как ты пострелял? Видел ты свои результаты? Да, все 3 попал. Стать сильнее, приобрести новые навыки, опыт и укрепить командный дух. За звание лучшей команды борются порядка 100 участников из 8 регионов страны. Ингушетию представляют воспитанники Горского кадетского корпуса и военно-патриотического движения «Юная армия». Наши ребята негласные фавориты Зорницы. Все испытания им давно знакомы, навыки отработаны до автоматизма. В общем, соревнования проходят очень даже хорошо. Результат, который мы ожидали сейчас, он у нас складывается. Вполне мы довольны. Впереди у ребят еще 2 дня соревнований. Испытательный день поделен на временные отрезки для выполнения заданий. Стрельба, ориентирование на местности, физподготовка. О результатах говорить пока рано. Любое испытание может склонить чашу весов в ту или иную сторону. Идрис Ижиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.